Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего, можно открытия проекта или презентации проекта. Я с большим удовольствием приняла приглашение организаторов принять участие в этом мероприятии, потому что считаю, что в настоящий момент самое удачное время для того, чтобы говорить о таком комплексном подходе к понятию безопасности применительно к школьному образованию и вообще к детям. Дело в том, что вы сами видите, что чем дальше, тем больше мы сталкиваемся как общество в целом, как родители, как сообщество вообще граждан Кыргызской Республики с такой большой проблемой, как слабая безопасность в школах. И аспектов у этой проблемы очень много. Элементарно каждый день в интернете взрываются какие-то информационные бомбы, связанные с драками в школьной среде, например, с вообще такой необъяснимой, на мой взгляд, жестокостью, хотя, наверное, есть у этого явления и объяснение. То есть речь надо начинать вообще с вопросов даже простой физической безопасности, которые под большим сомнением в наших образованиях учреждениях, потому что существуют такие вот безобразные явления в школьной среде, это жестокость такая, да. Опять же, очень важный вопрос, связанный с психологической безопасностью, и это в том числе угрозы, возникающие вследствие информационных технологий. И буквально совсем недавно и наше общество как бы претерпело вот такое волнообразное, практически, можно сказать, истерику, связанную с таким явлением, как безопасность детей, вот именно в ментальном смысле, суицид и прочие вещи, которые вот под таким именем нарицательным, как «синие киты», уже в обществе стало распространяться. И это вообще особый вызов, новое явление, которое для нашей школьной среды стало действительно такой серьезной угрозой, что мы даже не знали, с какой стороны к этому подбираться. Поэтому я думаю, что этот аспект, он тоже должен получить свое внимание вот в рамках этой программы. И действительно, я понимаю, что это очень серьезный вызов, потому что если по экологическим аспектам в стране есть какие-то наработки, то вот в части психологической работы, то нам, наверное, предстоит очень много сделать. И я уже не говорю о таких важных аспектах, как толерантность в школе. Это тоже связано определенным образом с психологией и образованием, но мы страна, в которой есть разные аспекты, по которым детей необходимо просвещать в части толерантности. Например, сейчас у нас в Кыргызстане впервые ведется разработка специального учебного курса «История религиозной культуры», то есть для детей делается нового типа учебное пособие, и для учителей, кстати, это целый учебно-методический комплекс, где вопросы религии будут освещаться с точки зрения просвещения, с точки зрения вообще общецивилизационного такого подхода. И это такая непростая работа, потому что мы посмотрели в мире, какие есть подходы, они все отличаются в зависимости от истории, от культуры, от контекста страны. И вот наша страна сейчас тоже ведет работу в этой теме. Толерантность межэтническая для страны, которая имела в анамнезе, так сказать, несколько конфликтов на эту тему, это тоже большая проблема, о которой мы должны научиться говорить с детьми на доступном, понятном ими языке, без штампов, очень просто и ясно, да? И прежде всего на основании того, что мы должны продвигать подход общегражданской идентичности, то есть когда для нас и для детей наших прежде всего важно то, что они граждане Кыргызской Республики, равноправные, спокойные, уверенные в себе, но достичь того, чтобы это равноправие и возможности были действительно равными и еще были доведены до сознания детей, это тоже непростая задача, это нелегко сделать. И, конечно, очень важный блок, о котором тоже говорят долго и много, это вообще в целом безопасность зданий, сооружений. Очень много статистики по поводу того, что многие школы в Кыргызстане не выдерживают критики с этой точки зрения. Экологическая безопасность, санитария, качество воды, еды в этих школах, это тоже очень
комплексные вопросы, которые требуют очень серьезного внимания со стороны всего общества. Потому что стандартный подход, при котором это все сваливалось на систему образования, на голову простого учителя или директора школы, не выдерживает никакой критики. И именно поэтому вот такой комплексный межсекторальный подход, который был избран инициаторами данного проекта, наверное, является единственно возможным с этой точки зрения, потому что здесь важна информация, информирование, значит, навыки определенные нужно давать и стандарты. А некоторые стандарты в определенных областях у нас даже не выработаны, да, в части вот, безопасности. Поэтому важность этих вопросов она была отражена уже в национальной стратегии устойчивого развития до 2017 года. И вот уже говорилось о том, что элемент «безопасная школа» был там зафиксирован, но практически за эти годы мы успели только постановку вопроса развернуть. И сейчас начался этап реализации. И в свете недавно прошедшего заседания Национального совета по устойчивому развитию, где президентом Кыргызской республики Алмазбеком Шаршеновичем Атамбаевым было означено, что мы берем на себя сейчас разработку долгосрочной стратегии до 2040 года, но в рамках этой стратегии должны быть прописаны также пошаговые элементы, в том числе вот в области подготовки и развития человеческого потенциала. Вот, как вы все знаете, этот год был назван президентом Атамбаевым годом нравственности, воспитания и культуры. И один из самых главных ключевых абзацев в этом указе, если вы еще раз вот вернетесь к нему сегодня, он как раз говорит о том, что 50% населения нашей страны и даже больше – это люди молодые. И мы с гордостью говорим о том, что мы молодая нация, у нас молодое население. Но проблема как раз-таки заключается в том, что необходимо сделать следующий шаг. Да, большая часть нашей страны – люди молодые, но качество этого молодого населения во всех смыслах, оно и есть то, что определяет наше будущее. Если это молодое население будет плохо образованным, нездоровым, ориентированным не на демократические ценности и сохранение традиционного историко-культурного наследия Кыргызской республики, которое мы пронесли через тысячелетия, да, а будет ориентировано на чужие какие-то ценности и культуру, то не очевидно, что государство сохранится в том виде, как бы мы хотели бы его видеть в мечтах к 2040 году. Поэтому вопросы, связанные с будущим, со школой, с местом, где закладываются основы физического, психического, нравственного здоровья наших граждан, это действительно наиболее актуальные вопросы. И я очень надеюсь на то, что сегодняшняя вот презентация и тот проект, который нам представляют, это вот один из вкладов, который сделан на основе межсекторального сотрудничества в дело построения безопасной, современной и очень школы с человеческим лицом, скажем, да. И поэтому хотелось бы прежде всего поблагодарить тех партнеров из гражданского общества, которые приложили очень большие усилия для того, чтобы этот проект стал возможным в Кыргызской республике. Я знаю, что экологическое движение «Биом» уже давно пестовало эту идею, но реализация ее стала возможной тогда, когда к разработке этой программы подключился фонд имени Конрада Аденауэра, который вместе с экологическим движением оформили эту заявку, смогли ее сформулировать. И благодаря поддержке, финансовой поддержке, организационной поддержке Европейского Союза, которые поддержали эту совместную заявку киргизского НПО и немецкой политического фонда, и естественно, что именно благодаря такому партнерству Европейский Союз счел эту заявку достойной. Я знаю, что конкуренция проектов в Евросоюзе очень серьезная, и не каждая страна претендует и может получить такие ресурсы. Очень надеемся на то, что этот проект будет прежде всего открытым
и демократичным с точки зрения участия общественности в его реализации, потому что все темы, которые здесь означены, они касаются очень широкого круга людей, потому что это касается прежде всего наших детей. Да? Каждый из нас, мы не просто граждане этой страны, мы папы, мамы, бабушки или дедушки. И наши дети находятся физически вот в этих пространствах, которые мы хотим сделать более безопасными и здоровыми. Поэтому еще раз хочу поблагодарить инициаторов, тех, кто создал этот проект и смог продвинуть его до такого уровня, что мы получили финансовую поддержку Евросоюза. Но теперь уже дело наше совместное, общее, не быть равнодушными и пытаться помочь в его реализации максимально эффективно, чтобы вложенные средства принесли максимально большую пользу и реальные результаты. И со своей стороны я надеюсь на то, что вот от имени государственных органов Кыргызской Республики я позволю себе сделать заверение в том, что мы будем стараться очень серьезно и строго подходить к контролю над реализацией этого проекта и надеемся на его результаты, которые отразятся на жизни простых людей и прежде всего наших детей. Спасибо большое всем организаторам и желаю успехов и светлой широкой дороги этому проекту. Спасибо.